Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. Делаем расклад на короля на игральных картах на будущую недельку с 19 по 25 июля. Как обычно, 3 варианта на выбор. Слева направо. Первый, второй, третий. Подумайте о своем партнере. Отбросьте все другие мысли. Сосредоточьтесь. Спросите, как сложится его неделька. Делайте свой выбор. И напоминаю, что если кому интересна личная консультация, то все мои контакты под видео будут в инфоблоке. Итак, надеюсь, вы сделали свой выбор. Я перехожу к единичкам. Единички, смотрим вас. Первым вариантом назначила короля Бубнового. Заходите вы в период с неким королем Червовым и какими-то делами, хлопотами совместными с ним, связанными с работой, либо с социальной какой-то некой вашей деятельностью. Также в ранней дороге вы получили какие-то новости, известия, либо какие-то бумаги, но как-то отнеслись к ним либо нервно, напряженно, либо какие-то новости такие некрасивые, неприятные, может быть, сплетни. И также был у вас какой-то большой крупный разговор с королем Червовым в ранней дороге. А дорога это была связана с работой либо с социальной жизнью. И король Червовый был к вам со своим расположением. Итак, первый вариант. Партнером назначила я даму Трефовую, то есть, дамы дорогие, вас. На сердце у короля разговор с вами, под сердцем некие новости, известия, либо некие бумаги. В голове большая злость на вас, на ваши любезности. С одной стороны, с другой стороны, это могут идти две параллельные, так сказать, дороги. В голове какая-то некая злость, и вы к своему партнеру со своими любезностями, он к вам со своим интересом. Третий вариант, что тут может быть, что вы разговаривали о каких-то деньгах со своим партнером, о достаточно такой большой, крупной сумме, либо о финансовых документах. В ногах партнер со своими хлопотами, через его хлопоты, знаете, он сам как-то себя, видимо, выводит, сам себя злит, как-то вот накручивает себя. И собственные хлопоты у нашего короля. Плюс злость на отчаяние и надежды короля Червового. Но так как это гадание онлайн, тут может быть и злость на некую даму Червовую. Кто это решать вам, если это третья сторона, то в отношениях, то об этом нужно знать точно и конкретно. Вы об этом знаете наверняка. Здесь ничего не придумываем, ничего не додумываем, не фантазируем. То есть тут знание должно быть с уверенностью. Прошлое, что было? Была встреча, свидание у нашего короля с королем Червовым в ранней дороге, либо с дамой Червовой, у кого как. Также червовая масть, либо король, либо дама со своими любезностями, к чаяниям и надеждам нашего короля. И в ранней дороге наш король получил какой-то большой и крупный нечаянный интерес. Что будет? Вы, дамы дорогие, будете собственной персоной. Разговоры у вас будут идти, переговоры, за какую-то либо дальнюю дорогу, либо за совместное будущее. И червовая масть, либо дама, либо король, у кого как проиграет, со своим интересом будет к нашему королю. Но как еще тут может так проиграться, что интерес червовой масти может проявиться к нашему королю ближе к концу периода, это к концу недельки. Также в ранней дороге будете вы и какие-то, видимо, совместные с нашим королем пустые хлопоты. И также у нас будущее – это чаяние и надежды. Ваши и вы собственной персоной, мои дамы дорогие. Вот они вы. Но как-то, знаете, наш король будет либо злиться, раздражаться на вас, либо узнает от вас какие-то сплетни, интриги такого некрасивого, неприятного характера. И основная линия недельки у нашего короля. Смотрите, какой-то большой крупный разговор с вами, либо через ваши хлопоты. Также будет он переживать за жизнь с вами, за свидание с вами наш король. Также будут встречи с вами. И у нашего короля, знаете, могут быть переживания за ваше самочувствие,
за ваше состояние здоровья. Ну и собственные недомогания на предстоящей недельке тоже вполне себе могут быть. Итак, для короля собственные хлопоты, злость сильнейшая и переживания какие-то. Сильнейшая злость может быть как на себя, так и на что-то другое. Тут нам карты не показывают. В доме, для дома разговор какой-то большой, крупный с вами, мои дорогие дамы. Вы к нашему королю со своими хлопотами, он к вам со своими чаяниями и надеждами. На сердце он содержит любезности в ранней дороге червовой масти. Это либо дама, либо король червовый. И также некий большой, крупный, нечаянный интерес, который получил он совсем-совсем недавно. Что было в ранней дороге, тоже червовая масть, либо король, либо дама. И также он получил какие-то, видимо, денежки, но достаточно большую, крупную сумму. Что будет? Червовая масть собственной персоной, либо дама, либо король. И вы, дамы мои дорогие, к нему со своими любезностями и со своими разговорами. Что он на пороге? На пороге, прошу прощения, вы, мои дамы дорогие, если совместно проживаете, то ваш собственный дом. Червовая масть со своим интересом к нашему королю, но этот интерес будет его очень и очень сильно злить. То есть наш король будет злиться на червовых либо дамы, либо короля, и успокаиваться он некой дальней дорогой. Это либо будущее его, что-то он там надумает, себе напланирует, либо какая-то дальняя дорога. Такой вариант у нас получился для единичек, дорогие мои, на будущую недельку. Я вам желаю любви, гармонии, процветания, благополучия и, конечно же, здоровья. Я прощаюсь с вами и перехожу к двоечкам. Второй вариант, двоечки прекрасные мои, теперь смотрим вас. Королем я назначила короля трифового, партнером к нему даму бубновую. Итак, заходит наш период с каким-то собственным интересом и какими-то своими личными, видимо, планами, надеждами, чаяниями. И какие-то дела, связанные с домом, с тем местом, где наш король проживает. Также он хлопотал за деньги, либо за какие-то бумаги, связанные с деньгами, с финансовыми бумагами. И был у него разговор за деньги, такой, видимо, достаточно позитивно продуктивный. И также в ранней дороге он получил какой-то большой, крупный, нечаянный интерес за дальнюю дорогу, то есть за будущее, либо за дальнюю дорогу. Это какая-то, видимо, поездка на достаточно крупное расстояние. Поездка, видимо, деловая, либо рабочая, какая-то социального характера. Итак, для вас, мои прекрасные двоечки, на сердце ваше чаяние и надежда, вот под сердцем некая червовая дама. Кто это, решать вам. Если третье лицо в отношениях, то это вполне себе может быть она. Но об этом в игральных картах, в раскладах нужно, по крайней мере в этом раскладе, нужно знать четко и конкретно. Ничего здесь себе не придумываем, не додумываем, не фантазируем. Если никакого третьего лица нет, то это может быть кто угодно. Мама, бабушка, сестра, теща, коллега по работе, человек, там, от которого зависят какие-то его дела. Неважно. В общем, некая дама червовая. В голове у него чаяние и надежды дамы червовой. И какая-то злость и раздражение на любезности дамы червовой. И дама червовая к нашему королю со своими любезностями, но опять же, это все его злит и раздражает. В ногах некая дальняя дорога, либо какие-то его долгоиграющие планы, собственные хлопоты и дама червовая в ранней дороге. Так как это гадание онлайн, что хочу сказать, что может быть у нашего короля есть некий король червовый. Тогда смотрите, как получается. Под сердцем у него чаяние и надежды, короля червового. В голове сам король червовый, его любезности, но как-то раздражительно он к нему относится, к королю червовому, И в ногах хлопочет он за или вместе с королем червовым в ранней дороге. Что было? Получил какой-то большой, крупный интерес он через хлопоты либо дамы, либо короля червового. И, собственно, вы, дамы мои дорогие, ваша выпала карта бланка. Вы, собственно, персона, то есть партнер. Также в прошлом у него его дом, то есть место, где он проживает, либо он сам и его любезности.
Также в прошлом вы были к нему со своим интересом, к нашему королю, либо он получил какие-то большие деньги, достаточно большую крупную сумму, какие-то финансовые документы и некий казенный король. Кто такой казенный король? Решать вам. Это не вам, прошу прощения, а казенный король. Это у нас кто? Это юристы, адвокаты, врачи, нотариусы, военные и так далее и тому подобное. Теперь сторона будущего. Переживать он будет за встречу, свидание с вами, дорогие мои дамы. И также у него будет свидание с дамой червовой. Здесь я оговорилась, но это так как в потоке мы гадаем всегда, да, это значит оговорочка по Фрейду. То есть он будет переживать и за свидание с вами, и за свидание с червовой мастью, либо с королем, либо с дамой. И здесь могут быть какие-то недомогания, плохое самочувствие, оно такое, не очень сильно серьезное. И знаете, тут еще грусть, печаль, тоска может нашего короля одолевать. Также в будущем у него свидание, встреча с вами, дамы, и от вас он получит какие-то новости, какие-то известия, либо какие-то бумаги. И пусто будет злиться, прям что-то негодовать в будущем. И опять же пустые хлопоты, это могут быть как бытовые хлопоты, как хлопоты, которые не принесли ему ожидаемого результата. И от этого может быть злость, от этого может быть напряжение, от этого может он, в общем-то, быть, мягко говоря, в гневе, в постоянном раздражении. Основная линия недельки, смотрите, в ранней дороге его собственный интерес, и он будет со своим интересом к червовой масти, либо к даме, либо к королю. И также в ранней дороге будете вы, дамы мои дорогие. То есть все, что его интересует, это его личные дела, какие-то дела, связи с червовой мастью, ну и вы, конечно же, мои хорошие. Итак, троечки для вас. Злость и раздражение на какое-то некое будущее, либо на дальнюю дорогу, и червовая масть, либо король, либо дама. Для дома. В ранней дороге его собственные чаяния и надежды, и некий казенный король. На сердце он содержит себя, свою жизнь, какие-то свои планы, свои чаяния, свои желания, мечты. И червовую масть, либо короля, либо даму в ранней дороге. Что было? Хлопотал он за свои, видимо, интересы и был тоже с интересом к вам, дамы мои дорогие, в ранней дороге. Что будет? Встреча, свидание с червовой мастью, либо король, либо дама, и червовая масть к нему со своими любезностями, со своими хлопотами. Если есть детки, либо вы в ожидании детей, то вот здесь как раз таки могут быть в будущем дела, связанные с ребенком, с детем в будущем. На пороге, что вот-вот вы, дамы мои дорогие, и какая-то большая, крупная на вас злость на встречу с вами, на свидание с вами. И успокаивается он какими-то некими своими переживаниями. А переживания вытянуло доп за какие-то новости, за какие-то известия. В общем, что-то он ждет, видимо, каких-то новостей. И вот сердечко не на месте как-то вот он очень серьезно с какими-то большими прям переживаниями относится к этой новости. Это был вариант номер 2. Я вам желаю, дорогие мои, любви, гармонии, процветания, благополучия и, конечно же, здоровья. Прощаюсь и перехожу к троечкам. Троечки прекрасные мои, смотрим вас. Назначила нашего короля, третий вариант, королем червовым, партнером назначила даму трифовую. Заходит наш король с какими-то новостями, с какими-то некими известиями от дамы Бубновой, и дама Бубновая к нему со своим интересом. Кто такая дама Бубновая? Решать вам. Если есть в отношениях третье лицо, то это может быть вполне она, но об этом нужно знать точно и конкретно. В этом раскладе мы ничего не придумываем, не фантазируем, просто знаем. Если такого знания нет, то дама Бубновая может быть кто угодно. Мама, сестра, коллега по работе, подруга, теща, свекровь, в общем, кто угодно. И также он мог получить новости за какие-то финансовые бумаги. Также была большая злость, раздражение на разговор, данной саму даму Бубновую. И он за этот разговор переживал,
И также были вы, ваш дом, если вы совместно проживаете, ну и дама бубновая с собственной персоной. Еще такая оговорочка, если дама бубновая, это некий мастер или некий человек, который оказывает какие-то некие эзотерические услуги, да, гадает или занимается какими-то энергетическими практиками, и ваш партнер, ваш король Червова, наш герой, обращается, верит в такие дела, да, то он мог вполне себе вести такие разговоры, переговоры с этой самой дамой бубновой, и после разговора с ней, ну, видимо, чем-то он озадачился, какие-то переживания у него возникли. Итак, троечки. На сердце содержит наш король себя, свою раннюю дорогу, под сердцем вас, дамы мои дорогие. В голове вы были королю со своими хлопотами, он к вам со своими любезностями, и также некий казенный дом. То есть наш король рассчитывал на какие-то дела или рассчитывает на какие-то дела в казенном доме. Казенный дом — это полиция, прокуратура, нотариат, больница и так далее и тому подобное. В ногах у него дама бубновая со своими любезностями, и он сам собственной персоной со своими хлопотами. Что-то он там думает, размышляет, анализирует, планирует какие-то некие свои дела. Что было? Был какой-то большой разговор, видимо, с дамой бубновой. Почему говорю большой? Потому что уж очень за него он переживал, за этот разговор. И некая дальняя дорога. Это либо некие его планы, обсуждали они с дамой бубновой, либо некую дальнюю совместную дорогу. Также в прошлом был он, сам лично наш король, со своими чаяниями и надеждами, и его дом, либо то место, где он проживает, жилище. Также в прошлом был разговор с вами, дамы мои дорогие, и он был к вам со своим интересом, наш король. Теперь что будет? Дама бубновая будет в ранней дороге к нашему королю со своим интересом, но он как-то ее пусто ставит. Ну вот есть она и есть. Также в ранней дороге он может получить какие-то денежки, либо какие-то финансовые документы, но тоже как-то все его не устраивает, все не то и все не так. Как-то пусто он это для себя ставит. Также в будущем получит какие-то новости, известия, бумаги от некого казенного короля. Этот казенный король может быть связан и с казенным домом, который у него в голове. И также в будущем какая-то большая-большая злость, прям лютая злость. Если, как я и говорила в первой раскладочке, никакой злости нет, а наш король пользуется какими-то услугами практика эзотерика, то вот здесь вполне себе могут быть опять эти же услуги, практика эзотерика, но вот что-то он будет недоволен, видимо, какие-то не очень хорошие новости он получит. И основная линия недельки, тут красота, прям красота. Всю недельку король будет занят вами, дамы мои дорогие. В ранней дороге будете вы со своим интересом, ваш дом, если вы совместно проживаете, и получит он от вас же, через ваш интерес, какие-то для себя, какой-то для себя, прям большой, крупный, нечаянный интерес. То есть на протяжении всей недельки наш король будет занят вами, какими-то делами в неком казенном доме. Итак, для него, для нашего короля, вы собственной персоной, и в ранней дороге будет с вами разговор, ну и вообще какие-то разговоры, переговоры он ведет сам с собой. Для дома, опять же, вы, ваш совместный дом, если вы совместно проживаете, получит он какой-то большой, крупный, нечаянный интерес от вас, и будет за этот интерес переживать, либо просто на будущей недельке его будут беспокоить недомогание, плохое самочувствие, такое несерьезное, и прям какие-то переживания. На сердце он содержит себя, собственные хлопоты, разговор с некой вот дамой бубновой и вас, ваши хлопоты. Дамы мои дорогие, что было? Бубновая масть, бубновая дама со своим интересом, разговор с вами. Кстати, ваш разговор как раз таки мог идти за деньги, за какие-то крупные суммы денег, либо за какие-то финансовые документы. Что на пороге вот-вот он будет со своим интересом к этой самой даме пик. Если он пользуется услугами практика эзотерика, да, если нет, то будет очень и очень злиться, раздражаться на собственный интерес.
вот как-то он собой как будто бы будет недоволен своими какими-то, видимо, действиями. Что на пороге, а вы в ранней дороге. И опять же некий казенный дом в ранней дороге. И дама бубновая тоже в ранней дороге. Успокаивается он либо дальней дорогой, либо, собственно, будущим. Знаете, на что похоже, дамы мои дорогие? Что если вы, например, в ожидании ребеночка, например, вы в положении, а ваш супруг вот переживает, все ждет, когда, а все должно случиться вот прям вот со дня на день. И он, конечно же, переживает прям очень сильно, там злится на себя, видимо, на какие-то свои действия. Но вот очень похоже, что казенный дом и казенный король, это дама бубновая, все-таки это одно и то же место. И переживает он все-таки за вас, дамы мои хорошие. Вот так получился у нас третий вариант на будущую недельку. Я вам желаю любви, гармонии, процветания, благополучия и, конечно же, здоровья. Берегите себя. А я прощаюсь и увидимся. Всем пока.